работает программа «Новости». О событиях среды вам расскажут наши корреспонденты. Я Милана Манаева. Вначале коротко о главном. В жилом здании «Олимп» комплекса Грозный-Сити вспыхнул пожар. Сейчас на место происшествия стянуты все спасательные службы. Причина возгорания пока неизвестны, пострадавших нет. Высокое признание. Хутмат Кадырова приняла участие в открытии 4-го международного конкурса среди часов Корана в Эль-Кувейте. Помощь не только детям и матерям, но и докторам. Каждый из нас постарается увидеть какие-то места, которые можно исправить, для того, чтобы уменьшить смертность детей и смертность матерей. Израильские врачи с чеченскими делятся опытом работы. Платят дважды не только скупой. Недобросовестные эти контролеры не заносят в кассу, но тем не менее эти абоненты их оплачивают. Специальная комиссия проводит проверки на незаконные начисления потребителям газа. Итак, главная новость дня. Сегодня вечером в начале 7 часа в центре столицы в здании «Олимп» комплекса Грозный-Сити возник пожар. Над высоткой поднялся густой черный дым. В первые же минуты после возгорания к месту происшествия были стянуты все силы спасателей. Несколько десятков человек из горящего здания сразу эвакуированы. В тушении пожара задействовано от 100 до 300 пожарных. В центр города перекрыли, а территорию комплекса оцепила полиция. Ситуацию держал под контролем глава республики, на данный момент находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. И вот что Рамзан Кадыров рассказал нам по телефону. redan bor där sitter husen tror nachbors så att det är jäggar och tar biz помощь до что она изгодая да абда рамда дал хаста мус они det jag tar här dos издание да jägare да тарана och sitter att så kanske bara det då teknologiskt ja она уж надо что можно kan ruren speciale da kill да технологически kill да материал используется что وإزداني دون يعني خذ كتير تقول له دنيا شو بيخذ خيروش كتاع كومبلكسي ده موضوعنا والله البوخ هنأخذ بيكسر هالبيت هو دون إزداني يش يعوش داني يش يعوش دون لا تمغير دون تندر دون سيجا بجارنا دون سلوك دون دي بابشو روسلان سي كبير أخوي بابي سي دون ده سيرجع وتعرف دروش تشاري جدا دون دنا سيجا اختارن دون خلق دون نستل حالدو ده موضوعنا هيتساس دون أمداد شو بيدو دون دنيا شو غادي على الرياض كامبين بوشكت خلاص دون دوش عش هنتو يسول دانيش سيال دون يالشي شاش معايو دوش وصلت تكنولوجي شو إسبورتيش دون إشتغل مسيف دون أكتر ستويك فيولوري نوتي ده موضوعنا ده دخوه هوكا نو أمداد شكا binnen bovenbocht geeft het aan de oost gedeeld tussen mijn universiteit dan initiatief dan daar wel achter mag gaan moest investigation dan boven dan hal dik doodje etter was nagaan we hal dan na doodje twee doodje wacht dan krijg je dat een 8 dan soms aan het dan toen dan in tabelen vuurhuis we ook ben boven best goed daar dan willen طبعا خذ يسر بو تبي سبيشوي بيجي سبورت خذ يسر بو إذا مثلنا ده خذ يدي ده وتبي الشارع ويبي شهر ده وخي خزيرو ده بيعمل كيوين ده خذ سجاد ده كم يلا بيروح فوز من ده تيجي شارع جدا يلا ده بيو فجأة فوز شارع جدا بيروح فوز ده بيعمل كيوين ده يبي كنوخش أو من ساعة هو ما ده يتوقع ده لا تقول مثلا. Информация о ЧП появилась в интернет-СМИ. По версии некоторых источников, огонь вспыхнул на верхних этажах здания. Однако видеокадры с места происшествия говорят об обратном. Пожар возник на нижних этажах и с внешней стороны здания.
Пожарные подъехали к горящей высотке уже через 5 минут после тревожного сообщения. Сразу по приезду были эвакуированы рабочие из здания и жильцы из соседних высоток. По счастливой случайности никто не пострадал. После пожарные предприняли необходимые меры для того, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. К месту происшествия подтянулись более 20 единиц техники МЧС и 68 с других министерств. С огнем борются сотни людей. Символично, что даже после того, как здание почти полностью охватил огонь, часы на Олимпе продолжали работать. По данным МЧС, в тушении пожара будет задействована и авиация. В Грозный из Минеральных вод вылетел вертолет Ми-8, оборудованный спецтехникой. На месте создан оперштаб, который будет заниматься вопросами эвакуации, расследованием причин пожара и ликвидацией последствий. Все интересующие вас вопросы по данному происшествию вы можете узнать от сотрудников единой информационной диспетчерской службы мэрии Грозного по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. Сейчас в эпицентре событий находится наша съемочная группа, и мы выходим на связь с Ахмедом Джабраиловым. Он готов рассказать нам о ситуации на данный момент. Ахмед, вам слово. До сих пор пожарники пытаются потушить огонь, но из-за ветра огонь быстро распространяется по всему зданию. К счастью, пострадавших нет. Мы и дальше будем наблюдать за происходящим. Спасибо, Ахмед. Напомню, на связь со студией из гущи событий выходил наш корреспондент Ахмед Джабраилов. Многих интересует и судьба пятикомнатной квартиры французского актера, почетного гражданина Чеченской Республики Жерара Депардье, полученная в подарок от Рамзана Кадырова. Как стало известно, квартира находится в соседнем здании и ничуть не пострадала. И пока к другим новостям. Строительно-восстановительные работы в Шелковском районе набирают обороты. Сегодня на заседании оперативного штаба весь муниципалитет разбили на участки. Напомню, 2013 объявлен годом самого многонационального района. Более 60 ведомств, учреждений и организаций будут задействованы в восстановительном процессе в Шелковском. С подробностями Ислам Магомадов. Дорога, ведущая в станицу Шелковская. Здесь вовсю трудятся строители. В первую очередь необходимо привести в порядок фасадную часть. Обустроить прилегающую территорию вышли и местные жители, вооружившись метлами и лопатами. Шелковской район уже разделили на секторы, всего их 20. На заседании оперштаба определили, кто в каком секторе будет трудиться. Более 60 ведомств и учреждений уже изъявили желание помочь шелковчанам. Сегодня сектора раздали, по секторам до сегодняшнего дня в сложности, сложной умадат, массу хажаж дона, далур докчул бец, а не умаделадат. Аламат чодик дона, далмула, балур бош бабу, бир бош бабу. В процессе реконструкции акцент будет делаться на социально важных объектах – школах, больницах, домах культуры, спортивных сооружениях. Также предстоит обновить коммуникации – газовые, электрические сети и водопровод. شيء تبع كنا خديون يدوق دعتة العير بوش باتس شيء دلش أورا شيء بول بير بوش بشيء كرت كو مسارة مش استعدون بول بير بو دراحة هو دقته بوش دقته بوش قلت الغير بوش يرسي ولا حي خيش ولا حي نوتش ولا حي إنه اللي يدخلوا أعداء وش وسمش خل يشتغل تسان غودي إنسان غودي قدام الله. На помощь Каргалинской брошены большие силы. В станице более 120 ветхих домов, 16 из них требуют капитального ремонта. Станица Каргалинская – одна из самых больших и густонаселенных в Шелковском районе. Более 70% жилья здесь подлежит ремонту. На восстановление этой станицы задействовано 11 ведомств и учреждений. Цели и задачи определены. Теперь каждое ведомство знает, куда нужно направить свои силы. Все работы по плану должны быть завершены до конца осени. Ислам Магомадов, Таймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости.
В парламенте Чеченской Республики состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по определению административной границы между Чечней и Ингушетией под председательством спикера Законодательного собрания. В своем выступлении Дуквах Абдурахманов отметил, что работу комиссии необходимо активизировать, в том числе и с архивными и иными юридическими документами. По итогам работы руководитель комиссии Дуквах Абдурахманов огласил основные приоритеты в деятельности комиссии, после чего дал поручение юридическому сектору к следующему заседанию подготовить пакет предложений по ключевым позициям в ее деятельности. По словам председателя парламента, в разрешении этого вопроса чеченская сторона будет действовать исключительно в нормах российского законодательства и руководствоваться историческими документами и архивными данными. При этом на братские отношения между ингушскими и чеченскими народами это никак не повлияет. Сегодня в Эль-Кувейте состоялось открытие 4-го международного конкурса среди чтецов Корана. В арабскую страну съехались видные мусульманские богословы, хафизы со всего мира и официальные лица. В числе почетных гостей внучка первого президента Чеченской Республики, дочь главы региона Хутмат Кадырова. Именно ее исполнением нашида «Моя жизнь Коран» официально открыли конкурс. Самый престижный конкурс чтецов Корана в мире в этом году он проходит под звуки нашида Хутмат Кадыровой «Моя жизнь Коран». Сама Хафиз, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была очень тепло встречена в Кувейте. Среди гостей были также известные чеченские алимы. وقرشوخ البشبل علم نهبرش مخافش برش بركتي قولن بركتي مجلس إذا شعب مدى خلال لقورشونا غن أثر خليرة أخ مسار إذا بيعقيا نوي فتشعنا سار برك الله إلينا وي درقات يقع فتشي وين شي بره خدمة القرآن عام برشق حق نخليه الشلطنا أنا مدنيرة إشتا بركتي بوهبطان قدحة عبوري نقد عبيو شبيك إرقان كورسة كنا ياخذ يولشيو ناخذ بقينا علم نهبلش ناخذ بركتي مجلسيره ناخذ كونكورس حدا الله حاجه انا اكريت عدا الله حاجه انا خيره بتشعل على شغل الله شو الحكيم بريمير مينستر ورد حكم مش برضو علم نهبر رزق الله تعالى ناخذ متى ويحافش ويمخنا ما سوف يمر امتنا انا بركتي بالخش ده بركتي. Организатор конкурса, первый заместитель министра по делам религии и юстиции арабской страны Адель Фалах, интересуется жизнью Хутмат Кадыровой. Конкурс чтецов Корана собрал участников из 56 государств. Самую большую страну мира, Россию, представляют два хафиза из Чеченской Республики. Это Алихан и Закария. Они выпускники нашей школы хафизов. В составе чеченской делегации советник главы Чеченской Республики по вопросам религии Адам Шахидов, вице-президент регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, медник Кадырова и Зарема Хизриева, тетя Хутмат Кадыровой. В день открытия конкурса выступили молодые алимы Кувейта. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. Открывая столь важное для мусульманского мира мероприятие, государственные и политические деятели Кувейта обратились к гостям и участникам конкурса. Я очень рад этому прекрасному событию. Прошу Всевышнего, чтобы Он зачел нам наши благие деяния. А это событие я считаю богоугодным делом. Подобные мероприятия стали для нашего государства традицией. Любовь к священной книге передается здесь из поколения в поколение. Поэтому можно предположить, что жители Кувейта любимы Всевышним, ведь именно здесь собираются самые лучшие знатоки Корана.
Я приветствую вас всех, братья-мусульмане, на 4-м международном кораническом конкурсе «Приз Кувейта». В первую очередь хочу выразить свою благодарность всем присутствующим за то, что вы пришли разделить с нами столь радостное событие. Этот конкурс стал площадкой, на которой соревнуются лучшие знатоки Корана со всего мира. В своих нашидах будут воспевать гости со всех континентов. Каждый стремился сфотографироваться и с юным хафизом Хутмат Кадыровой. Арабские ученые, богословы желали ей успеха в дальнейшем познании религии. Изучение ислама в таком юном возрасте – большой баракат от Всевышнего, говорят алимы. Магомед Езидов, Рустам Саламов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости. Уровень детской смертности – одна из актуальных проблем чеченской медицины. В ее решении своим коллегам намерены помочь израильские врачи. Группа медиков из Иерусалима прибыла в Грозный вчера и сегодня посетила сразу несколько медучреждений региона. Договор об этом визите в Чечню был заключен по инициативе Рамзана Кадырова. Их миссия – помочь не только детям, но и докторам повысить профессиональный уровень. Израильские доктора накануне прилетели в Грозный для того, чтобы помочь не только нашим детям, но и нашим докторам. Они охватили сразу несколько больниц, упор делали на новорожденных детей и будущих мам. Некоторое замешательство в дверях. Вот израильские врачи спешат тем, кто только начинает эту жизнь. Акушеры, реаниматологи, анестезиологи, они не понаслышке знают, как бьется детское сердце. Чаще всего им приходится иметь дело с патологиями. И здесь маленький организм борется за каждую минуту своей жизни. Например, в Центре охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой. Здесь для малышей созданы все условия. Например, 4 реанимационных зала. Каждые сутки за биением маленьких сердец следят 6 медсестер. Заморских врачей интересует буквально все, ведь их страна на последнем месте по уровню детской смертности. Мы приехали с большим желанием, во-первых, посмотреть, как построена система, есть ли какие-то вещи, которые можно изменить для того, чтобы уменьшить смертность детей и смертность матерей. Каждый из нас постарается увидеть какие-то места, которые можно исправить. Здесь чеченские врачи озвучили цифры. 40% детей появляются на свет путем хирургической операции матерей. Ее делают каждой второй женщине. А это около 2000 рожениц в год. В сравнении, в Израиле эта цифра колеблется в районе 10%. Один из самых больших родильных залов находится именно там. И там же в год появляются на свет 20 тысяч малышей. Своим профессиональным взглядом они, конечно, оценили уже обстановку в нашем данном лечебном учреждении. У них в некоторой степени немного по-другому организовано оказание помощи неонатологической, то есть помощи новорожденным. Об этом они сказали, и далее, я думаю, мы будем обсуждать и пытаться применить эти моменты у нас. Но чеченским врачам есть чем гордиться. 4 родильных зала могут принимать будущих мам. Израильские доктора удивлялись. Так это новый корпус? Нет, отвечали им коллеги. Хороший ремонт и современное оборудование отличают и наши лечебные учреждения. Те усилия, которые врачи прилагают, они действительно заслуживают большого уважения. Оборудование в больнице очень хорошее. Мы считаем, что, конечно, есть место для улучшения, во-первых, лаборатории клинической и связи между теми диагностическими методами, которые есть, и лечением больного. Потому что самое важное, что мы готовы и с удовольствием примем врачей из Чечни и средний персонал, который придет к нам в больницу, мы сможем с ними поделиться нашими знаниями, нашей системой здравоохранения. В течение дня израильские врачи успели побывать сразу в нескольких лечебных учреждениях нашей республики. Заглянули они в детскую клиническую больницу. Там они также осмотрели зал патологии для новорожденных и услышали цифры. Спасение детской жизни зависит и от веса малыша. 500 грамм – отправная точка, когда за жизнь ребенка можно бороться. Что и делают чеченские врачи. В большинстве случаев вполне успешно. Алевтина Банадыкова, Халид Мавсаев и Вах Кантаев. Новости. Масштабный автопробег по всей России и странам СНГ, посвященный 68-й годовщине победы над фашистской Германией, стартовал 23 марта в городе Севастополь и должен финишировать в Москве на Красной площади 9 мая. Маршрут проходит через десятки городов воинской славы Содружества независимых государств. Сегодня участники автопробега прибыли в столицу Чеченской Республики. На границе с Ингушетией чеченская делегация встречает участников автопробега «Наша Великая Победа». Все 10 машин международных экипажей представляют города-герои Украины, России, Белоруссии и Молдовы. Они уже преодолели около 1500 километров. Стартовав из Севастополя, водители, пассажиры, дети и внуки фронтовиков, активисты общественных организаций, представители музея воинской славы.
На въезде в Грозный короткий отдых и фотографии на память. Игорь Лущенко из Крыма, житель Симферополя, отец 4 детей, директор профсоюза предпринимателей. Несмотря на занятость, нашел время для участия в автопробеге. Его дед воевал на Белорусском фронте. Объединяем, как сказать, все народы Советского Союза, бывшего Советского Союза, ныне стран СНГ. Как бы сказать, это марш мира, марш дружбы. В пути участники автопробега проведут 48 суток, посетят около сотни городов стран СНГ. Из них 13 городов-героев и 37 городов воинской славы. Длина маршрута 25 тысяч километров. Для сравнения, это больше половины длины экватора Земли. Чеченская сторона оказывает всем участникам активную поддержку. Сегодняшний автопробег еще раз напомнит и молодому поколению, и потомкам победителей, что подвиг всего советского народа напомнит также его единстве. Мы рады помочь этим людям в реализации данного проекта. Думаю, что все участники и организаторы данного проекта останутся довольны. Международный проект призван улучшить взаимоотношения между странами СНГ, укрепить дружбу народов, которая была особенно сильной во время общей беды времен Второй мировой. Она нам помогла, нашим народам, ощутить чувство локтя, товарищества. Никто в окопе не спрашивал какой-то национальности. Все были равны перед наступающим врагом, перед Богом. Вот это чувство товарищества нам очень важно сохранить для молодого поколения. Поэтому мы собрались в этот дальний путь. Ближе к вечеру участники автопробега посещают местный драмтеатр имени Хампаши Нурадилова. Для гостей выступает республиканский ансамбль песни и танца «Башлам». Дети исполняют национальный фольклорный танец. Солисты поют песни о родине на чеченском языке. В четверг, 4 марта, в Грозном стартует эстафета памяти. У мемориального комплекса «Аллея славы» пройдет торжественное мероприятие, посвященное 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участники автопробега развернут масштабную копию Знамени Победы размером 200 квадратных метров. Адлан Дудаев, Рустам Исмаилов, Ваха Кантаев. Новости. И продолжаем выпуск. Под громким названием магазина «Иман» кроется никак не соответствующий ему товар. Продавцов поймали, что называется, с поличным. Мэр Ислам Кадыров провел ночную инспекцию по торговым точкам. Об увиденном Элина Дадаева. Гостей из мэрии в это время никто не ожидал. Ни покупатели, ни продавцы. Наверное, поэтому здесь спиртным торгуют так смело, не обращая внимания на ограничения, установленные законом. Ислам Кадыров побывал в нескольких ночных магазинах столицы. Главный лозунг магазина «Иман» – любой каприз за ваши деньги. Здесь большой ассортимент напитков, от крепких спиртных до энергетиков. Как показывает практика, некоторые предприниматели, выбирая между законом и материальной выгодой, чаще отдают предпочтение второму. В дальнейшем этим вопросом должны заняться правоохранители, говорит Ислам Кадыров. Лицензии, моя лицензия. Круглые сутки yok bakışlar лицензия. Круглые сутки. Mazda yok bakışlar лицензии. Шин сахта. Mazda. С 8 до 10. Хин Mazda лава. Büyüsen sayto çuvar mı telo? Тавоиш по мистер Рекстуса. Лахар. Шит тагай. В результате были выявлены несколько торговых точек, где продают алкоголь в ночные часы. Столичный мэр уверен, 1 или 2 рейда не исправят ситуацию. Здесь нужен комплексный подход с участием правоохранителей, местных властей и духовенства. Так что нарушители должны быть готовы принять незваных гостей. Элина Дадаева, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Впереди вас ждет рубрика «Часовой» с новостями в стране и в мире. Ознакомит моя коллега Марьям Керимова.
Добрый вечер. Начнем мы с новостей из Москвы. Депутаты Мосгордумы должны будут сообщать о покупках, стоимость которых превышает трехлетний доход их семьи, а также раскрывать источники средств на такие сделки. Сегодня столичные парламентарии одобрили в первом чтении соответствующие поправки в закон о своем статусе. Китай охвачен сильной засухой. В некоторых районах от нехватки питьевой воды страдают свыше 6 миллионов человек. Ущерб нанесен более чем 7 миллионам гектаров сельхозугодий. В настоящее время основной задачей властей является обеспечение питьевой водой жителей пострадавших провинций. По прогнозам синоптиков, высокие температуры и засуха будут господствовать на юго-западе страны до конца мая. Президент США Барак Обама выступил сегодня с инициативой создания масштабного национального проекта по восстановлению карты человеческого мозга. Данное исследование, рассчитанное как минимум на 10 лет, обойдется в $100 миллионов. Целью проекта является разработка механизмов, помогающих понять природу болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также создание соответствующих лекарств. Японские ученые разработали систему передачи запахов через дисплей. Предложенная технология позволяет создавать виртуальный источник запаха в заданной области экрана при помощи гелевых капсул. В качестве примера может служить изображение ароматного фрукта или чашки кофе, которая занимает значительную часть дисплея. Приблизившись к экрану, можно будет ощущать запах именно от изображаемого объекта. И продолжаем. Платит дважды не только скупой, но и тот, кому по предприимчивости контролеров за потребление газа приписывают лишние квадраты, кубометры и, соответственно, рублей. В ситуации разбираются члены специальной комиссии. Какие факты выявились в ходе рейдов в специальном репортаже Алексеевны Банадыковой. А у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод. Вот, Сергей Михалков о благах цивилизации написал целое стихотворение. Вот только денежный вопрос возник гораздо позднее. Пока о нем произведений не написали, но сами люди слагают об этом целые легенды. Домашние хлопоты на кухне, здесь у любой хозяйки газ – лучшее подспорье. Малика недоумевает. Множество квитанций – эта история не про нее. Уже более 7 лет исправно платит за газ и исправно его получает. Голубое топливо вместе с благами цивилизации пришло и в ее дом. Но, как гласит народная пословица, земля слухами полнится. И вот на очередном семейном совете разговоры о теме, ставшей в последнее время очень популярной. Каждый месяц оплачиваем, Каждый месяц оплачиваем, и газ у нас постоянно. Не было такого, чтобы у нас газа не было. Такие истории со счастливым концом пока для нашей республики скорее редкость. Малика ни к кому претензий не имеет. Ни к поставщикам, ни к администрации, ни к контролерам. Лишь сетует. Большая семья и большие хлопоты. Но для нее это огромная радость. Все за ужином. Здесь и у плиты можно подольше постоять. К нам едет ревизор. Не гоголевский, а чеченские контролеры спешат в абонентный отдел Шалинского отделения Межрегионгаза. Иса Асалов на новой должности лишь неделю, но к таким гостям уже привык. Они не то чтобы незваные, а просто крайне необходимые. Бумажной работы прибавилось, да и контролеры наматывают длинный километраж. Выявили такие факты, что есть незанесенные квитанции, недобросовестные эти контролеры не заносят в кассу, но тем не менее эти абоненты их оплачивают. Вот еще один факт такой, что есть двойные договора, уменьшение площади и установки счетчиков без акта установки. Сотрудники комиссии Совета экономической и общественной безопасности, Межрегионгаза и районной администрации теперь проверяют друг друга. Повторно. Сначала за столом, а потом уже на месте решаются судьбы тех, кому приходится платить дважды. Не из скупости, а из бюрократических препон. Кто их ставит, вот и предстоит выяснить. В первую очередь, по указанию нашего главы республики и нашего генерального директора Ибрагимова Мухаммад Хаби, у нас в этом отношении были приняты очень быстрые меры, и были выявлен человек, который вот этот, по этим квитанциям признал свою вину, и человек выплатил ту сумму. Какая сумма? Там было 67 250 рублей.
Такой изворотливости и предприимчивости позавидовал бы сам Остап Бендер. Здесь не то чтобы 12 стульев, лишние квадратные метры найдут, кому и куда приписать. История первая – укрывательство занимаемой площади. Булгаков написал, что квартирный вопрос испортил людей. На бумагах 85 квадратных метров, на деле чуть больше 200. 85 квадратов. Living bedel zoals je was een pet Дендура низкий датчик договор. Что как минимум за 250 квадратов отапливаемой площади. Он договор низкий датчик договор динч контролёрига югдайта. Контролёр. И может, эта история противостояния поставщиков и потребителей длилась бы вечно, если бы на нее не обратил внимание сам глава республики. Совсем недавно он провел совещание, на котором отметил некачественную работу контролеров. Уже тогда генеральному директору Межрегионгаза Магомед Хаби Ибрагимову Рамзан Кадыров поручил разобраться в ситуации. С помощью других ведомств он дал указание решить проблему. Сплошной беспредел любовь. Это عم بوخ لا من العرب والدونه بوخ это عايش حبل شيء слаб صويق بالبلق не просто حداك ديزت كده زي وانا عم تحكي تاعت كده نخدون شو الميل لما يوقع يوقع واحد ديس دون ريجيون غاز كده وناخي درح داس حلو بوش وحدا احس بوش ناخدون واحد الاخ بوخ بعام دوت ناخن دون شيء يجي مش دون В том же городе, в Шали, как в гоголевских «Мертвых душах», случилась и вторая история. Диана заселилась в дом, где и газа-то никогда не было. Признается, вот так и жили, без газа, конечно. А когда увидели квитанцию на сумму более 100 тысяч рублей, очень удивились. На слово теперь этим людям и не поверишь, а доказательств того, так был ли газ, теперь и не найдешь. Единственное, остается поверить своим глазам, не ушам, и зайти в дом, где и кроется ответ. Платить за то, чего просто не было, Диана не хочет. На вопрос, так что же проведено около дома, отвечает: газ, но им она не пользуется. Сюда контролеры приходили уже несколько раз, чтобы не только выявить незаконное подключение, но и попытаться решить, так стоит ли этой семье платить и за что. За 3 года 109 тысяч. أوتو غاز هاجينات. أشوف كارت ما تدور لك. خوش دور خو كارت داخل. أوتو غاز هاجينات. تان شرع شرع شو تشوفه روس كتير يا كتير يا كتير مارس ختان دير دوم دير. كارت غاز هاجي. все равно очень надо. Комиссия работает по всей республике. Урус-Мартан, Гудермес, Шали, Курчелой. С заката до рассвета проблемы чаяния жителей выслушивают компетентные сотрудники. В Курчелой глава администрации лично принимает всех отчаявшихся. Жительница Цоци-Юрта жалуется. Сумма за уже оплаченные услуги не меняется. Но и это не единственная проблема. Ловкость рук и никакого мошенничества. И вот жилплощадь исчисляется разными квадратными метрами. То 40, то 70. Здесь потребуется целая проверка. И даже 90 не предел. Еще одна проблема Курчелоевского района – парники. Именно они стали камнем преткновения граждан. И вот глава района ломает голову, кому отдать предпочтение – тем, кто зарабатывает деньги или готовит. Давление газа, подаваемое в помещении, не одинаково, а страдает кто-то один. Причиной сложившейся ситуации, как выясняется, порой становится и неграмотность жителей. На приеме рассказывают, сначала начислили 6600, потом, как в сказке, эта сумма вдруг резко повысилась до 10 тысяч. Вроде и счетчик есть, да и сами люди готовы платить исправно, но проблема до сих пор существует. Решение напрашивается само. Надо просто было запломбировать счетчик, но этого никто не сделал. Местные власти берут ответственность на себя. Приятная неожиданность случилась и жителям города Шали. Мовсар на своем веку видел много, но вот встретить контролеров с резонным вопросом, а где же деньги, он явно не ожидал. Квитанции с чеками в руках, да и память пока не подводит. Но вот сами контролеры заявили обратное. Это чуть позже выяснится, что сказка про страну чудес актуальна и в нашей республике. Вдруг одна цифра на бумаге увеличивается в 10 раз, и деньги чудесным образом теряются в километрах, пройденных контролерами. Надо 15 тысяч. Взяли деньги, выписали квитанции и уехали.
Het zal ik controleren. Wacht, werken, dus worden werken. Ik ga geen afwerken, ik ga naar Sarah. Niet in dat soort dingen. Ik computer, zo dat zelfs. Ik moest dat ook weten. Так где же деньги, зададутся вопросом наши зрители. Так, дошли ли они до фирмы-поставщика, становится ясно уже здесь. Компьютер превращается в настоящий кладезь информации и мудрости, и именно он даст ответ. Так все-таки заплатил житель или нет? Чаще ответ, к сожалению, отрицательный. Здесь жителям приходится надеяться на русский авось и на сознательность контролеров. К сожалению, имеют место случаи, когда контролеры, недобросовестные контролеры, наши сотрудники, часть денег присваивали. Потребитель считал, что он оплатил и ничего не должен, а в базе данных в программе значилась за ним задолженность. Сейчас мы эти ситуации выясняем. Имеют место случаи, когда и недобросовестные граждане в квитанциях своих приписывают спереди или сзади заодно еще цифру и заявляют, что мы оплатили в 10 раз больше, чем... Такие факты тоже, к сожалению, имеют место. Следуя известной рекламе, можно уплатить не налоги, а долги и спать спокойно. Крепкий сон граждан теперь охраняет созданная по поручению главы республики комиссия. Еще раз спросить, где-то проверить и даже вернуть деньги – это в их компетенции. История с квитанциями и счетами лишь набирает обороты. Вопрос решения зависит и от жителей, и от чиновников. Кто окажется честнее и добросовестнее, покажет время. Алевтина Банадыкова, Муслим Пицаев, Ивах Кантаев. Новости. И сейчас мы вновь возвращаемся к главной новости дня. Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию пожара, который сегодня вечером возник в одном из зданий комплекса высоток Грозный-Сити. Напомню, самое главное, в результате возгорания пострадавших нет. На месте событий продолжают работать наши съемочные группы. И сейчас у нас есть возможность увидеть, что в эти минуты происходит в районе высотных зданий. И на этом у меня все. Я с вами прощаюсь и желаю только хороших новостей. Адикилши.